Гусик. Спрятался, да? Ой, какое у тебя местечко, да? А как ты тут спрятался? Ай, за птичками наблюдаешь, да? Ну, тебе тут хорошо. За шторками тебя не видно здесь. Гусечка. Киса. Кисонька. И ты их не видишь? Гусей. А, кстати, нам здесь привезли дрова. Слышно гусей, да? Вы же давно улетели? О! Должны были улететь. Ой, конечно. Ну, красивая, да? Красиво так смотрится. Красота. Очень атмосферное видео с такими дровами. Ну вот я насгребла, видишь, листву. Можем ее в мешки собирать, да? Да. Листья. Так, это прибыла еще партия мебели. Ну, молодцы, они ее запечатали. Так там надо открыть калитку. Или открыто уже? Я, кстати, знаю, что здесь сделала? Я подгребла все смородины, яблони, листву. Вот не знаю, что, или ее на компост сейчас надо на тележку вывозить, или сжигать. А под смородины ты золу куда высыпаешь? Из печки. Высечете. Ты же знаешь, что у нас здесь 3 кустика. Вот красная смородина, видишь, 1, 2, 3. Ну, знаете, И вот эти черные. И черная смородинка. Их что надо повыкапывать? Вот, видишь, я здесь яблоньку эту подгребла. И вот сколько я подгребла здесь всего. А там, смотри, вот эта яблоня, которая очень вкусные яблоки, да, они ее ветви опускали, чтобы было легко собирать. И они вросли прямо в землю. Я не знаю, что с этим делать. Вот, они прямо на земле. Видишь, они ее обтягивали такими шнурами, чтобы она не вверх росла, а чтобы она, ну, легко было. Никто не ухаживал, она заросла, надо все это обрезать. Ну, это она сейчас заросла. Я рассказываю, что хозяева делали в самом начале. Они опускали эти все ветки до земли, натягивали канатами, чтобы она не росла вверх. И поэтому они так низко растут. Надо открыть. Да? Так. Можно сюда.
Сейчас подумаем, Да. куда поставим, распечатаем. Покрасим белый. Да. Ну да, покрасим. Ну это уже, ну, может, летом будем красить. Это кто сидит? Ну-ка, присядь на этот, посмотри, как удобно. Все. Сейчас затопим, чтобы тепло было. Записываю. Это шуфлядка, так? Ага, класс. Ой, она такая хорошенькая, маленькая, прелесть. Хорошо, положи пока сюда. Ты мне принеси, знаешь что? Зеркало оно тяжелое, из баньки. Так я ж... Полила я свою сосонку. И подсыпала доломитовой муки. Спички же здесь. Ну, сейчас. Все, пошел. Отлично. Дым не валит. Не, а что? Ну, чуть-чуть, может. Не было. Может, мог бы там тягу побольше он сделать, пошире там. А ты открыл не на полную эту крышечку сверху? Крышечка на печке, я ее вообще снял. Нельзя. Ну, снимаешь вообще, да? Говорю. Я хотел особенно крошить. Это уже немножко подсохшее, да? Да. Потому что я там перед хатой принесла всяких. Мажу. Отлично. А это я, видишь, вот в начале недели вот 2 ведра такого принесла сюда, возле печки поставила, да? Они немножко уже подсохли. Она печь дымит, говоришь, да? Ну, дымит и все, не знаю, что делать. Сейчас я надо протоплю еще так. Ну, помнишь, у нас же и грубка дымила первое время? Ну да. Какое тебе зеркало принести? А зеркало из баньки. Я его на входе поставила. Я его пока хочу временно на тот столик поставить, а потом мы его там на стенку повесим. Над столиком. Здесь хочешь? В той комнате хочу. На столик поставить его, открыть зеркальце. А, на тот? Да, вот здесь поставить. Давай. Давай, поставь. На диван не ставь, он пыльный. Сразу на столик сюда ставь. Так, это все уберем. Пока временно. Лампа, ладно, будет.
А все остальное ничего. Лампу, да, самое главное, чтобы ее не разбить. Так, ну все. Как раз она закроет эти дырочки. Она же хозяйка и говорила, что у нее было здесь зеркало, поэтому дырочки, да? Ой, посмотри, какая красота получилась у нас. Оно и по цвету. Вообще, как будто родное, да? Как будто так оно и было. Ой, какая прелесть! У нас трюмо получилось. Посмотри, как здорово, да? Как надо ее цеплять, видишь, еще так же, чтобы сидеть. Ну, кажется, есть. я не знаю. Ты знаешь что? Может быть, сделать какое-нибудь деревянное основание, да? Ага. Чтобы, ну, надо же, чтобы эти открывались. Вот эти надо же, чтобы они открывались, чтобы они полировку не царапали. Поэтому его надо, даже временно можно на какую-то досочку принести, хорошую положить. Положить на досочку просто. Не надо его накладывать. Но я же, понимаешь, это же фокус в том, чтобы их двигать и смотреть там прическу сзади, как ты выглядишь. Да. Да, поэтому вот здесь вот, я думаю, надо досочку принести аккуратненькую. И потом ее даже можно покрасить. Она стоять не будет. Она стоять не будет, да? Нет, так а что? Должно на опорах стоять 3. А сейчас оно на 3 стоит, да? Вот так. Это только если его подвесить, правильно? Да. Вот так получилось очень здорово. Вот уже как-то комната, когда наполняется какими-то деталями, уже уютнее. Подошла моя дубовая рамочка, которую я покупала в начале сезона, как раз по размеру. Ой, какая прелесть, какая красота. Там есть еще даже такой крючочек цеплять сразу. Ну, то есть мне не нужно ничего делать. Единственное, что я хочу стекло заказать под эту раму. На каком расстоянии от забора надо? Ну, хотя бы так. Да? Вот я не знаю, как виноград разрастается. Ты не знаешь? Ну как, вот так. Здесь поставим решетку такую. Все, он будет по ней сесть. Ну да, метр от забора, наверное, надо. Не знаю. Ну. Да, потому что он же корни большие, глубокие пускает, чтобы забор не раз. Ну, надо было, может, вот здесь. Здесь он не будет. Не будет? На возвышении хочешь? Я думал, вообще один здесь, один здесь. Ну. Да. Ну да. Вот так, один здесь, Ну да. один здесь. Ну, сади так, да, потому что ближе это... Тут ходить возле парника надо будет. Здесь была настой травы, как она называется? Ну, для парника, бочка травяная. И я ее убрала, и поэтому запах еще остался. Все, сидит. О, трошки было бы глубже надо. Почему? Блин. Нормально. Да? Да, она даже, чтоб шейка была. Угу. Ну, тут ниже. Ладно. Ну и не попадет никакого удобрения. Все попадет. Ветки в печь ни в коем случае нельзя Вот ложить. эти, которые я тебе Да, дала. Да? это нельзя ложить. Потому что может сразу загореться. Это на улице можно, да? Ну, в группе, в плите, в этом. Можно, а в печке надо только дрова.
Печь это очень такой сложный объект. К нему надо бережно очень Ну относиться. что, дымит еще, нет? Ну, не очень. Нормально. Нормально, да? Нормально. Надо еще дров принести сюда, березы. По-моему, сказали, что 4-летка деревце. Ну, это сколько? 2 метра, да, по-моему? Так, ладно. Ой, это 2,20, да, высота? Хорошо. Мгм. Надо было глубже тебе посадить. Засыпай. Говорят, что надо 8 сантиметров, чтобы шейка была. Не знаю, только сверху она 8 или внутри 8. Ты ж садил яблони, знаешь? Как заглублять. Она же еще обсядет, наверное. Ой, это уже сильно засыпал ее. Колышко один сюда. Вообще один только можно было колышек. Достаточно было одного. Ничего, если я так вот сейчас так привяжу. Тогда надо еще один, чтобы была такая, Ну, как третий. третий, да. Что, я лопнем сейчас? Чтобы растяжка такая была. Ну, вообще 4 сюда. Глина. Если глина, хорошо. А там же сверху не надо развязать эти шнурочки? Как не надо? Ну, Обязательно. это завяжем этими шнурочками. Но этим не завяжешь. Надо. Ну все, расти на здоровье, Хороший шнур. деревце наше. Абрикосик. Друзья, у нас здесь временный ремонт такой. Старых досок будем фронтон укреплять, да? Я так поняла. Укреплять фронтон, да? Только это тут еще есть. И вот это надо. Вот уже 2 прибиты, да? Надо Это же ты прибил сейчас, как я вижу. Потому что там была вообще дырка. О, А, решетка отваливается, да? А, скорее всего, он весь был вот так вот до конца обрешеткой покрыт, да? Это когда горело, наверное, сдирали потом. Можно приделать ее, правда?